Уважаемые господа, дорогие друзья, я попробую рассказать вам все по-русски, и мои слайды тоже по-русски, все добавления или вопросы могут быть тоже по-английски, думаю. Прежде всего, я очень благодарный за это космическое название этой сессии, но это мне не очень помогает так об этом думать. Давайте подумаем о таком тезисе, таком аргументе, что, может быть, научные журналы оканчиваются, и скоро они не нужны для чего-нибудь. Но научные журналы имеют великое значение для научной политики, для этой современной научной политики в рамках New Public Management и таких направлений, что мы до всего какие-то параметры найдем. И научная политика будет нуждаться критериями оценки научных утверждений, но может быть с такими, чтобы там не было никаких журналов, и тоже, чтобы оценка последовала на момент публикации. Это не так, что это моя мечта, я просто думаю, что политикам, менеджерам вузов by это было очень удобно, и что это такое всемирное будет направление во время глобализации. Конечно, научный журнал – продукт исторических обстоятельств, и его большое значение не предрешает, что он будет вечным. Но мы знаем, как это началось, и мы знаем, почему это журнал, это книга, но не книга, как это работает. Я еще к этому возвращусь немножко позже. На что человечеству журналы? Журналы нам дали непрерывность дискурса, научного, интеллектуального дискурса. Журналы нам дали укрепление репутации для людей, для научных школ, для тенденций. Дали нам тоже модель для будущих поколений авторов. Какие предметы для обработки избирать, какие темы важные, какие ценности важнее других. Дали нам, наконец, такое тематическое вдохновение, давают нам это. Мы смотрим на журнал и мы думаем, как бы тут наша статья вошла или не вошла. Но если ваша статья принята к публикации, вы сразу же узнаете, сколько она стоит, потому что она будет получать точки. Точки значит сортировочные пункты, возникающие от места журнала в национальной системе parametryzacji. Ja прежде всего говорю о польском системе параметризации, но похожие в многих странах великая забота для библиотекарей, не только для тех, которые там пишут. Сколько стоит моя статья, потому что я знаю, сколько стоит этот журнал, к которому моя статья принята. И теперь как увидеть значение этой непрерывности и этого вдохновения среди многих томов толстых журналов, которые входят в печатной или электронной форме в библиотеке. My polzujemy żurnały, my widzimy żurnały,
но мы действительно ищем статьи. И мы находим и читаем статьи. А где журнал? А журнал – это просто такая шкатулка для статей. My możemy wbić любую фразу в всемирный каталог. Тут налево Великий Новгород, важный научный вопрос. В середине, например, Stockholm-синдром, тоже важный научный вопрос. И еще другой, Zika-вирус, любые. И мы всегда получим много статей, чем книг. Но это обыкновенный библиотечный каталог. Это сумма каталогов, но все-таки это не перекрашивает быть библиотечным каталогом. Как это понимать? Я вам объясню это через базы данных. Но почему польские библиотеки не формируют просто баз данных, областных баз данных по областям науки? Они этого не делают в библиотеках, потому что библиотеки договорились и делают великие базы данных на всю страну, и тут вы их теперь видите, начиная от сельскохозяйственной, технической, гуманистической, математической и так дальше. Это библиотеки делают не сами, это библиотеки делают в сотрудничестве. И теперь есть еще базы данных, как сказать, импортные, международные, которые вместе с польскими встречаются в виртуальной библиотеке науки, Virtual Library of Science, которая в целости оплачивана Ministerstwem Wyższego Obrazowania Polszy. Значит, эти базы есть, они доступны для всех научных институций, они nas już dziennie nie obciążają. A tu jest 4000 polskich naucznych żurnałów w jednej bibliografii. I to bibliografia starego typu. Znaczy tam jest tylko żurnały, a nie sadzierżanie żurnałów. No все-таки этот сервис имеет ссылки, где есть table of contents, где есть содержание, так, чтобы мы нашли статьи, потому что мы нуждаемся только в статьях. И к этому добавление в электронных библиотеках и в репозиториях. Nalewo Federacja Bibliotek Cyfrowych, Digital Libraries Federation, все библиотеки, цифровые библиотеки Польши, более 100, и одной поисковый инструмент. Но вы там не можете искать журнальных статей. Можете найти журнал, а дальше надо знать, gdzie tam stacja. Jak my to znamy? My to możemy znać tylko przez bibliografię. A na prawo repozytorii, uniwersyteckiej repozytorii, Adam Mickiewicz University Repository, można lekko iskać stacji przez zagławia, autory, słowa kluczowe, słowa i tak dalej. No все-таки to nie jest dla drugich wuzów, czym Uniwersytet Adama Mickiewicza. I tu jeszcze, jak widzieć всю картину. Wся kartina to, że wkluczaje biblioteczne katalogi. I biblioteczne katalogi, w bibliotecznych katalogach to, że jest
журналы, и теперь журналы как статьи, а не как журналы. Например, тут краткие библиографические описания двух статей в каталоге моей библиотеки. Это только для регистрации, мы их там читать не можем, это идет как материал до национальной библиографии научных работ, но она еще не готова. А внизу видим книгу. И этой книги найдем тут комплект библиографических данных и даже ссылку на электронную версию этой книги. Так теперь работают библиотечные каталоги, там просто все. Например, Национальная библиотека, автор такой, тут поиск, и там 194 статьи с более 1000 найденных документов. Такие пропорции. A to jeszcze fundamentalna biblioteka Białoruskiego Государственного университета. Очень интересно, потому что мы изобрели электронный каталог фундаментальной библиотеки, а когда мы переходим к электронному каталогу, мы видим книги, статьи, архив статей, периодика, электронные издания, статьи из журналов XIX века, многие журналы и многие статьи, которые можно искать через библиотечный каталог. Это наводит такую думку, что структура дискурса как шкатулки, и они входят одна в другое. Они нам нужны, потому что они давают нам, как сказать, упаковку для того, что внутри. Но они тоже делают нашу дорогу до информации, до того, что мы хотим там в содержании найти, длинной и бывает тяжелой. От библиотеки до базы данных, от базы данных до журнала, от журнала до статьи или, может быть, от книги до главы в книге. Есть многие инструменты для агрегирования, и с них польза, и с них тоже забота. А если каждая шкатулка – это и помощь, и барьера, то давайте увидим, как библиотекарь это управляет. Я несколько лет тому назад заметил, что новые поисковые системы, которых мы не назовем библиотечными каталогами, потому что там библиотечные каталоги находятся внутри, и есть разные названия для них. Самый лучший, кажется, английский Discovery and Delivery Systems. И такой Discovery and Delivery, такую Discovery and Delivery систему, по-моему, очень хорошо сделали в университете Humboldtов в Берлине. Но я это заметил, когда это еще называлось Primo, как продукт Ex Libris. Теперь это называется Primos. И давайте посмотрим. Прежде всего, конечно, мы можем кириллически искать. Искаем еще раз Новгород. И так ясно все, что нашли в порядке. Мы нашли книги, мы нашли журналы, и мы нашли статьи в журналах. И система нам подсказывает, что изобрать. Я могу изобрать журнал, чтобы познакомиться с журналом, который об этом и похожих темах часто пишет, а я могу изобрать конкретную статью, потому что я думаю, что это точно то, в чем я нуждался. И еще посмотрите, я сделал эту снимку в конце августа, они там очень
интенсивно пользователей учат, как этим инструментом, как с него взять всю пользу. I teraz struktura dyskursa, jeszcze raz, to szkatułki, a każda szkatułka i pomoc, i bariera. Ja by chciał sprosić, może być возможно takie рассуждение, że wszystkie jedinice dyskursa, wszystkie detale, wszystkie elementy na jednym urownie. I oni już siebie nie zdерживают, my ich prosto nachodzimy. I tu ja widzę, к сожалению, что измены в тексте, которые сделала одна из многих великих библиотекарей Беларуси, не вошли в текст. Я записал не эту версию. Я не знаю, как это возможно. Вы получите теперь худшую версию, но я оставлю на этом компьютере правильную версию. Там это немножко иначе, некоторые слова лучше по-русски и, может быть, тоже лучше по-библиотекарски. Но я имел в виду, что научный дискурс mógłby być taką odnarodną, mógłby być jak banka z kofie, a kofie w granułach. Wszystkie granuły takie same, my tylko imiemy dzieło z granułami. Granuła to symbol jedynity teksta. Одного деталя, одного документа, к которому мы можем добавить метаданные. И это все. И не только метаданные, потому что у него еще полный текст, и мы можем тоже pełnotekstowy poisk успешно и быстро сделать. Конечно, my теперь usłyszeli o enhanced publications. Ja nie знаю, как это сказать по-русски, но есть многие единицы дискурса, не только żurnalne stacje, nie tylko głowy w knigach. Тут, например, blog всем известного в Польше specjalista po naucznej komunikacji. On co tam pisze, kogo to tam cytuje, dawajcie my z tego zdjęłajem bibliografię, jak to zdjęłać, gdzie tam jedinice dyskursa, gdzie te granuły, które ja by chciał znaleźć, żeby прямо войти в содержание текста. Я думаю, что вообще современный пользователь не может видеть единиц дискурса, он их не хочет видеть, он их практически не видит. Современная терминология моих студентов такая. Есть такие вещи, которые мы называем книги, и это книги, журналы, статьи с журналов, это все книги. Он видит книгу. А потом сайты, и все другое это сайты. По-польски стронка, так очень любезно они это говорят. Стронка, веб-сайт, блог, форум, электронная библиотека. Все это стронка. И поиск по всему тексту тоже снабжает нас access points, точками доступа. И мы не видим единиц дискурса, потому что заглавие или название этих единиц нам до ничего не нужно. Мы любые слова вбили, и уже есть текст. Нашли, что хотели или не хотели, но это решим очень быстро. Например, как мы теперь искаем музыку или видео. Мы искаем не только по произведениям, к которым там какие-то метаданные, но мы искаем это тоже по времени. Любимая ария начинается в 8 минут 12 секунд.
какие это метаданные. Но это работает. И так работают наши пользователи. Они могут услышать эту арию, они, может быть, эксперты по музыке, они даже не знают, как она называется, кто ее tam skomponował. Mir błogów i portalów. To, że czastota i periodyczność niezamietne. My nie możemy izwieć jedinic. My możemy, to очень тяжело, надо на что-то там условиться. Pieczatny żurnał значит, dawał nam непрерывность и вдохновение, но для передачи статей, сообщений были использованы кодексы, потому что таков был текстовый формат в XVII веке. Так возник научный журнал. Просто были какие-то встречи, какие-то письма, какие-то акты коммуникации, и из этого сделали еще одну книжку, потому что такая была технология. Четкие сложные ритуалы культуры и коммуникации за этим пошли. Четко определенный и предсказуемый диапазон содержания. Видели журнал, знали, какие там темы, какие там задачи, какая уровень этого журнала. Подписка или просмотр журнала в библиотеке или у людей гарантирует нам постоянную подачу аналогичной информации. Мы уже знаем, какие журналы наблюдать. И если у нас выбранный журнал, он является такой опорной точкой, которая дает нам творческий образец и шлюз сообщества. Утомительный поиск ожидаемой единицы, значит произведения, значит документа, статьи, сообщения, обычно по библиографии. И после успешного поиска чтение на благоприятных эргономических условиях. А электронный журнал нам еще не так хорошо понятным. Organiczne przyznanie nazwania i ograniczone przyznanie nazwania, извините, i nieoczywidna autonomia każdego numeru. Этой автономии каждого номера пользователь просто не видит, а если даже видит, не наблюдает. Легко найти ожидаемую единицу текста, да, это то, что мы ищем, это то, что мы находим, а после успешного поиска чтение на неблагоприятных эргономических условиях. Предпочтительная навигация – это поиск по всему тексту. И так, наконец, мы, может быть, даже не знаем, чего мы ищем. Это не стоит ничего. Давайте эксперимент, давайте другой. Мы просто экспериментуем, что-то найдем. У нас нет таких процедур в смысле логистики, как в печатном журнале. Значит, культура электронного журнала еще не знана нам подробно. И мир свободных текстов может быть, это наше будущее вместо мира журнальных статей. Сегодняшняя оценка для статьи – это просто проекция, построена на основе прошлого достижения журнала.
Мы знаем, как этот журнал цитировался. Мы можем сказать, что это журнал на 5 или на 4 или на чем-то. Но это касается прошлого, а будущее это только проекция. Слабая, значит, станция зарабатывает те же точки, как сильная станция в том же журнале, но окончательная оценка stacji после долгого времени. Wwiedzenie żurnałów nieobchodzime dla podtrzymania systemnej ocenki naucznych dostrzeżeń. Stacje должны где-то принадлежать. Я теперь думаю, что если у нас такие поисковые системы, такие инструменты, как у нас есть, мы поддерживаем научные журналы, мы делаем эту emulation, о которой говорил Андреас, только потому, что это нам дает continuity. Статьи должны принадлежать к журналу. Такая наша культурная схема. Значит, вопрос только один. Как сразу же измерить ценность статей, опубликованной в виде свободного текста? Как знать, сколько он стоит, какие там ему надо дать точки, если мы не имеем этого пункта твердого заглавия журнала, тот журнал, который мы уже знаем. No, my, например, уже много знаем тоже о судьбе статей и их взаимосвязи. Это схема цитирования. My, значит, можем обеспечить непрерывность иначе. Непрерывность обеспечена научным журналом, потому что прошлое проецируется в будущее. Но теперь давайте подумаем, существуют ли какие лексические и структурные характеристики хороших статей? Статей, не журналов. Я думаю, что у нас через Google Scholar и через другие многие полнотекстовые базы данных есть уже big data в форме большой части издательской продукции. И теперь какие элементы оказались быть влиятельными? Может быть, мы можем признать статьи такое название, что она облечена на успех. Может быть, некоторые статьи облечены на успех, и мы то уже видим в структуре и лексике ее текста. Может быть, будущее цитирование является предсказуемым. Может быть, мы сможем даже предсказывать импакт-фактор или другие показатели, которыми пользуются национальные системы оценки научного знания. Значит, я думаю, что наши, как это было, multi-users уже не очень хотят видеть разницу между журналом и статьей в журнале. Им статьи нужны. В статьях есть то, что ученые хотели нам сказать. Давайте ищем статей. А так, чтобы этим всем управлять, чтобы это все понимать, чтобы это все экономить, чтобы не было, чтобы у нас было знание, какие статьи лучшие других, нам нужны исследования, но я думаю, что мы сможем это сделать. Всемирная наука сможет это сделать.
и журнал быстро становится действительно ненужным, хотя прекрасным.